были разные предложения. Некоторые члены Временного правительства предлагали в течение 45 дней в соответствии с законом провести парламентские выборы. Тогда бы к концу мая мы бы провели в стране парламентские выборы, и все революционные партии бы заняли свое место в парламенте. И тогда я предложил, и другие поддержали. Вот есть такой принцип. Конституцию, правила для властей должны писать люди или орган, который не является этой властью, который не у власти, который не пишет для себя, исходя из своих личных или групповых интересов. Должен писать некое равноудаленное, желательно не заинтересованный орган. И таким, правда, консультативным полномочием являлся Конституционное совещание. Да, я помню. И тем более Временное правительство, он был не у власти, он после конституционной реформы он должен был самораспуститься. И эта конституция должна была действовать только после всенародных выборов парламента и президента. И большинство членов Временного правительства, исходя от своих искренних намерений, чтобы Конституция была наиболее легитимна, что она должна создаваться не теми, кто у власти, потому что народ все равно будут подозревать, что они для себя все это сделали. Сегодня многие критикуют действующую избирательную систему. Я хочу напомнить, что партийная форма выборов была предложена Бакиевым в 2007 году, и эта система была утверждена референдумом. Сегодняшний порядок в 2010 году не могли поменять, потому что выборы нужно провести по тем законам, которые к этому моменту существовали. Радикально изменить просто не могли, потому что не успевали. Ну и турбулентность слишком высокая была. Да, и риск был высокий, что проигравшие оппоненты могли обвинить, что закон был изменен в свою угоду, и вот почему вот они вот проиграли. И выборы были в 2010 году по бакиевским правилам. И в 2013 году я внес законопроект,